Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Миляуша Кашапова. Это экстренный выпуск наших новостей. Стрельба в 175-й гимназии на улице Файзи. На данный момент, по официальной информации, 9 погибших. 18 детей и 3 взрослых госпитализированы. Несколько детей получили травмы, прыгая из окон. После майских каникул это был первый учебный день. По словам очевидцев, звуки стрельбы раздались в 10 утра. Мы видим, как дети выпрыгивают из окон 1-го и 3-го этажа. Видео снято нашими корреспондентами из телеграм-каналов. По предварительным данным, стрелку 19 лет. Он бывший ученик этой школы. Его задержали. На месте трагедии побывал президент республики Рустам Минниханов. Он зашел в гимназию в сопровождении Азгата Сафарова, руководителя Росгвардии Рустема Гумерова. По кадрам мы видим серьезные повреждения внутри здания. Везде осколки, разбиты окна, двери. Президент в интервью сказал, что силы развернуты. Все, что необходимо, будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось. Мы потеряли 7 детей. Это 8-классники, 4 мальчика и 3 девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И вот мы потеряли еще одну женщину, работника. В целом мы потеряли 9 человек. 18 детей находятся в детской клинической больнице. К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, и есть и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого, 2 взрослых находятся в 7-й больнице, и 1 взрослый находится в республиканской клинической больнице. Они имеют тоже огнестрельные ранения. Врачи делают все. Ну и мы ожидаем борт с Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами. Президент республики провел заседание антитеррористической комиссии. Оно началось с минуты молчания по погибшим при стрельбе в Казанской гимназии номер 175. Решение, принятое по итогам заседания, завтра будет проведена комплексная проверка всех владельцев оружия на территории Татарстана. Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Завтра во всех школах отменены занятия. По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных заведений. Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить повышенные меры безопасности. Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат. 1 миллион семьям погибших, 400 тысяч людям, получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести, 200 тысяч рублей легкой степени. Сегодня и завтра отменены все культурно-зрелищные мероприятия, в том числе Рамазан-фест в парке Горького. Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани. Президент глубоко соболезнует родственникам детей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он отметил, цитата, «Владимир Путин находится в постоянном контакте с правительством в связи с ЧП в Казани. Все службы работают». Конец цитаты. Глава государства в связи с ЧП в школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Казанской школе. Выразил соболезнования и Евросоюз. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования. Он отметил, что произошедшее поднимает вопрос о необходимости пересмотра норм распространения огнестрельного оружия на территории России. Глава Чечни заявил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также дорогому брату, президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы вместе со всей страной глубоко осуждаем это ужасное и вопиющее преступление. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил президенту Татарстана по телефону о готовности Анкары оказать любую поддержку после стрельбы в школе в Казани, пишет ТАСС. Соболезнования в своей телеграмме выразил полномочный представитель президента России в Поволжье. Как отметил Игорь Комаров, скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наш общий долг – помочь всем, кто нуждается в помощи, поддержать родителей и учеников. Таких трагедий быть не должно.
Михаил Мишустин назвал случившееся бесчеловечным и жестоким. Он дал поручение Татьяне Голиковой держать ситуацию на контроле и оказать всю необходимую помощь Татарстану. Татьяна Васильевна, надо помочь, конечно, и родителям, и детям. Важно, чтобы они все получили необходимую и медицинскую помощь, и психологическую. Пожалуйста, доложите, что сделано и какова сейчас ситуация. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, я тоже хочу выразить соболезнования семьям погибших. В 13:40 в соответствии с поручением президента вылетает борт МЧС Жуковского. На борту, как вы уже сказали, министр здравоохранения и министр просвещения. Сопровождают их специалисты и медики, 9 специалистов-медиков, специалисты судебно-медицинской экспертизы и психологи, которые работают в таких ситуациях. Республика обеспечена всем необходимым, но тем не менее мы с ними находимся на непосредственной связи. Любая помощь, любое содействие будет оказано, я имею в виду в первую очередь медицинские специалисты, лекарства, оборудование. Хочу сказать, что ранения тяжелые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям, именно такие и направляются сейчас в республику. Ситуация находится на контроле, мы будем вам докладывать. Спасибо. Татьяна Васильевна, пожалуйста, эту ситуацию держите под личным контролем и докладывайте. Еще раз хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами. На месте работают наши съемочные группы. Алия, что сейчас происходит? Вам слово. Здравствуйте, Милюша. Мы продолжаем свою работу на месте трагедии. Вы можете наблюдать, что ситуация рядом со школой номер 175 от часа к часу не меняется. Огромное количество спецслужб продолжает нести свой пост, и ситуация стабильно напряженная. И конец рабочего дня дает о себе знать. Все больше людей подходят к стихийному мемориалу. И вы можете видеть, что цветов с каждой минутой становится все больше. И буквально несколько минут назад место трагедии посетили и священнослужители, и депутаты. Я предлагаю сейчас их послушать. Пришла беда. Правда, как откуда не ждали вообще. Сегодня очень больно. Не представляю, как сегодня родителям тяжко и невыносимо. Такая беда. Но нам надо постараться пережить и понимать, что люди должны знать, что мы вместе с ними. Тех, кто погиб, конечно, уже не вернуть. И самые глубочайшие слова соболезнования родителям. Я как родитель, отец 3 детей, не могу представить, что они сейчас испытывают. Да, вы можете заметить, что к стихийному мемориалу подходят все больше и больше людей. Красные розы, красные гвоздики, белые хризантемы, свечи и, конечно же, игрушки. И вот этот плакат «Скорбим. Гимназия 175. 11 мая 2021 год». И эта дата, конечно же, останется черной в сердцах каждого из нас. Давайте послушаем тех, кто сегодня приходит сюда. Ребенок во 2 классе учится. Прибежали, как только узнали. Ничего не могу сказать. Их вывели оперативно. Сохранности спасибо всем учителям, всем педагогам. Это очень тяжело. Как эвакуировали? Через окна? Нет, они вышли через эвакуационные двери. Там прям, когда мы сидели, сначала мы услышали, что кто-то стреляет, и потом мы около двери встали. Потом взорвалась бомба, все парты подпрыгнули. Пока по оповещению сказали, чтобы все закрыли двери и сидели, не открывали двери, они закрылись. Узнали об этой трагедии, конечно, шокированы, ужасно. Слов нет, конечно, просто. Даже как-то рассказать или описать эмоции это просто невозможно. Пришли возложить память детям. Все работы, сразу прибежала, ребенка взяла, и мы уж пришли, цветы принесли.
Напомним, что трагедия произошла сегодня утром на 3-м этаже 175-й школы. Нам сегодня удалось пообщаться с учителем русского языка, который как раз в это время вел свой предмет. И благодаря его обдуманным и теперь уже оправданным действиям ему все-таки удалось спасти жизнь своих учеников и свою жизнь. Давайте послушаем его, родителей и учеников. Вел урок, услышали хлопок, похожий на взрыв. Их было несколько. Закрыл двери в классе, закрыл окна. Сказал ребятам, чтобы они не подходили к окну. Присели вдоль стены и ждали. Потом школу стали обходить работники СОБРа. Достучались до нас, и в их сопровождении мы организованно вышли за пределы школы. На каком этаже вели урок? На 3-м. Итак, Милюша, напомню, что завтра, 12 мая, в республике объявлен днем траура. Никаких учебных занятий в школах Казани проводиться не будет. И завтра же уже начнутся проверки именно в части безопасности во всех образовательных учреждениях. И, как сообщил Рустам Минниханов, в республику ожидается спецборд. И в случае необходимости пострадавшим будет оказана медицинская помощь и из федерального центра. Мы пока остаемся здесь, продолжаем свою работу. Слово вам. Спасибо. Я напомню, с места трагедии на прямой связи с нами была Алия Хайрудинова. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Казани в 15:42 приземлился спецборд МЧС врачами и психологами для помощи пострадавшим. Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших, а Госдума России сегодня открыла пленарное заседание с минуты молчания. По нашим данным, расследовать стрельбу в Казани будет Центральный аппарат Следственного комитета России. Нападавший задержан. Его личность установлена. Это местный житель 2001 года рождения. Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Центральный аппарат ведомства. Кроме того, по его указанию на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Наиболее опытные криминалисты с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления. Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии. Рустам Минниханов и Михаил Мурашко приехали в ДРКБ навестить пострадавших при стрельбе детей. Вместе с ними министр просвещения России Сергей Кравцов, министр здравоохранения и образования Республики Марат Садыков и Ильсур Хадиуллин. Напомним, сейчас в больницах находится 18 детей, пострадавших при стрельбе в Казанской гимназии. Соболезнует Казани вся страна. В столице России к зданию представительства Республики Татарстан, а также памятнику Мусы Джалиля возлагают цветы, несут игрушки, свечи. Мэр города Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана. Губернатор города Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных при нападении на школу в Казани. Временный мемориал организован на Театральной площади в Нижнем Новгороде. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил телеграмму с соболезнованиями Рустаму Минниханову. Башкирия также выражает соболезнования и поддержку родным и близким погибших в Казани. Жители несут цветы к представительству Татарстана в Башкирии и городским памятникам. По предварительной информации, задержан бывший выпускник этой школы. Ему 19 лет. Кто-то публикует его сообщения в социальных сетях. Он грозился убить 10 человек. Себя называл Богом. Он проживал на улице Туганлык и сообщил при задержании, что там заложена бомба. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли двор дома номер 10 на улице Туганлык. Как говорят жители, им сказали в полиции, что здесь живет нападавший на школу. Напомним, он заявил, что в доме заложена бомба. Всех жильцов эвакуировали. Из дома полицейские вывели мужчину, погрузили в машину и увезли. Информации о нем нет. Оцепление осталось. Как говорят жители, в доме взрывов не было. Тихенький был, всегда мы здоровались, как бы вот так вот. Ну, чтобы вот про него вот так подумать, никогда бы не подумал. Родители очень хорошие. Мы гуляем, а потом видим дым. Сначала раз взрыв был, потом второй такой громкий. Мы думали, что ну где-то стройка, наверное. Вот, а потом оказалось, что это
Там школу взорвали. Там учительница стоит, у нее все пальцы вот тут в крови были. В школе был взрыв. А в доме не было, да? Нет, в доме не было, а в школе было. Я ходил дочку забрать. Три окна вместе с решетками на первом этаже вынесло. И самые страшные кадры того, что происходило сегодня. Раненые дети лежат на земле возле школы. Им оказывают медицинскую помощь. У детей в крови лицо, руки, ноги. Помощь оказывают сразу несколько бригад медиков. Рядом находятся родители. Давайте вот эту девочку. Сейчас за ним не успевает. А с тобой что? А с ним что, он прыгнул, что ли? Он не ранен. Не раненый? Ты ранена? Попали, что ли, тоже? И в телеграм-каналах появилась фотография, как выглядит класс после стрельбы. Видны следы крови. Погибшие дети лежат на полу. Это 6 человек. По предварительным данным, стрелял бывший ученик гимназии именно здесь. По этическим причинам мы не можем показать тела детей. В списке пострадавших при нападении на школу в Казани 18 детей и 3 взрослых, самым младшим 7, 8 и 9 лет. У некоторых ранения брюшной полости, резанные раны кистей и колена, ранения грудной клетки, переломы. Больше всего детей от 10 до 15 лет. У многих состояние средней тяжести. У некоторых проникающие ранения, раны головы, спины и конечности, переломы. У 3 взрослых состояние средней тяжести, огнестрельное ранение головы и живота. Вот что говорят врачи. В данный момент, в место происшествия на сегодняшний момент доставлено 18 детишек, 6 в крайне тяжелом состоянии, 4 в крайне тяжелом состоянии, очень выраженные кровопотери. Вот. Но делается все необходимое, все возможное, то есть все медикаменты есть, значит, переливаем кровь, переливаем компоненты, тоже все в достаточном количестве, помощь оказывается в полном объеме медицинская. Сейчас вот пошла информация, что не хватает крови. Нужно ли приходить экстренно? Нет, у нас пока, во-первых, есть и донорский запас определенный, да, вот, ну и будем еще сообщать, если понадобится. Пока все в достаточном количестве есть. У нас есть возможность послушать родителей детей, которые учатся в этой гимназии. У кого-то дети в больнице, кто-то забрал их домой. Давайте послушаем Алсу Сунгатуллину и Рустама Хайруллина. Я звонила сыну, он трубку не брал. И потом, через некоторое время, мне сын сам позвонил и сказал, что Эли, все у меня хорошо, я сейчас уезжаю на скорой в РКБ Шулай. Вот. Как я узнала, он сидел на самой последней партии, и это спасло ему жизнь. Вот. Потому что, когда террорист зашел, они с другом сообразили наклониться вниз, вот, и пуля прошла по спине. Вот, они сейчас оба тоже в ДРКБ. Было очень страшно, стали искать детей, не могли найти детей, потом старшему Рахман, он нашел младшего, Амин, ему 9 лет, он в 3 классе, ранение в грудь, в грудную клетку, операцию сделали, спасибо, огромная благодарность врачам. Еще раз напоминаем, телефоны горячей линии. Родители могут позвонить по телефонам Управления образования Казани 292 4403 и 292 3704. Открыт телефон горячей линии МЧС 8 843 288 45 67. Стрельба в школах страны случалась и ранее. 14 ноября 2019 года в Благовещенске 19-летний студент Амурского колледжа устроил стрельбу в одном из зданий учебного заведения. Тогда погиб мужчина, еще 3 пострадали. В марте 2015 в Томске 9-классник открыл огонь из пневматического пистолета. Травмы получили 2 школьников. В ноябре 2015 во время стрельбы в здании Саратовского лицея был убит один из тренеров. 2 родителей были ранены. В сентябре 2017 года 9-классник в Московской области принес в школу самодельные взрывные пакеты. В январе 2018 года в Симферополе ученик 7 класса ранил 5-классника. В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, затем прогремел взрыв. Тогда погибли 20 человек, 65 человек получили ранения. Стрелявшим оказался студент 4 курса. Как сообщает интернет-издание «Реальное время», сегодня нападавший в Казани был вооружен таким же ружьем, каким пользовался керченский стрелок.
Сегодня в 100 мечетях Татарстана совершили коллективные молитвы за упокой души погибших казанских школьников. Верующие попросили Всевышнего даровать скорейшее исцеление раненым. Муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин также выразил соболезнования на своей страничке в Инстаграм от имени Думы РТ 1500-тысячной армии имамов Татарстана. И от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям, которых затронуло это горе. На республиканском ифтаре, а также в мечетях республики сегодня и завтра мусульмане вознесут молитвы за упокой души погибших и за выздоровление раненых. За упокойные литургии и панихиды по погибшим во время стрельбы в гимназии Казани читают в храмах и монастырях Татарстана. Православные также молятся о здравии пострадавших детей. Казанская епархия окажет семьям погибших и пострадавших духовную, психологическую и социальную помощь. Следующий спецвыпуск новостей смотрите в 18:30. До следующего эфира.